Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Начнется ли 1 сентября новый учебный год? Этот вопрос для всех учителей, родителей и учеников является самым главным в эти последние августовские дни. В селе Кындах развивается рыбное хозяйство «Аква Фуд». На платформе ГУМа открыта фотовыставка под названием «Женщины Абхазии, оставившие свой след в истории, в судьбах людей и целых поколений». Первый пациент, выздоровевший после новой коронавирусной инфекции, выписан из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуми. Пациент прошел необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Также пациент получил дальнейшие рекомендации от лечащего врача. Всего медицинские специалисты ЮВО приняли на стационарное лечение в госпитале более 40 человек. Пациентов привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота ЮВО обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре. Военнослужащие продезинфицировали территорию и фасады зданий администрации, центральной районной больницы, районной поликлиники, РОВД, рынка и Гудаутской спортивной школы. В Гагре территорию администрации центрального рынка. К работам было привлечено 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействовано 10 специальных автомобилей. Депутаты Сухумского городского собрания приобрели для городской инфекционной больницы кондиционеры. Как отметил в интервью нашей программе депутат Сухумского городского собрания Лаша Зарандия, в этот тяжелый период врачам и всему медицинскому персоналу необходима моральная поддержка. Они должны чувствовать ее со стороны общества и депутатов в частности. Мы живем в этом городе, мы видим, что вокруг происходит. Мы понимаем, что есть в городе много каких-либо проблем, но сейчас первостепенная задача у нас как раз-таки коронавирусная инфекция. Я сам доктор, неоднократно был в ковид-центрах, я понимаю, о чем идет речь. И вы понимаете, в такую жару в скафандрах работать очень тяжело, ставить капельницы докторам, медсестрам. Поэтому мы решили оказать посильную помощь в приобретении, так скажем, нескольких кондиционеров. Помимо этого, до нас, которое было собрание, тоже оказывало посильную помощь в виде кислорода, в виде каких-либо там нужд. И сейчас мы не остановимся только, как говорится, на кондиционерах или каких-либо других важных атрибутов, которые нам нужно, как говорится, в нашей инфекции. Помимо этой инфекции у нас есть еще и в Гудауте, Гудаутский госпиталь. Тоже не стоит, как говорится, его забрасывать. Очень много больных, поэтому эта идея возникла у нас все вместе. Нету такой семьи в Абхазии, кого бы коронавирус не коснулся. И еще раз повторюсь, на этом мы не остановимся, будем оказывать посильную помощь. Хочется показать пример народу, сказать о том, что если каждый внесет в лепту, так скажем, противодействие этой инфекции, мы сможем ее победить только вместе. В Москве на территории военно-патриотического парка «Патриот» начал свою работу форум «Армия-2021». В этом году в нем принимают участие главы военных ведомств и военнослужащие из 97 стран. В церемонии официального открытия столь масштабного военного мероприятия приняла участие делегация Министерства обороны Абхазии во главе с заместителем министра Надаром Афицба. Также в составе делегации помощники министра обороны Олег Лакоба и Александр Ачба. С приветственной речью к гостям форума обратился президент России Владимир Путин. Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, представителям команд, выступающих на армейских играх, успехов. Деловая часть форума началась с пленарного заседания, в котором приняла участие делегация Министерства обороны Абхазии. Речь шла о достижениях российского военно-промышленного комплекса.
В этом году на форуме представлено более 28 тысяч единиц стрелкового оружия и техники. По данным Минобороны России, во время выставки планируется заключить госконтрактов на 500 миллиона рублей. Некоторые из образцов не имеют аналога в мире. Это в первую очередь гиперзвуковые ракетные комплексы и новейшие беспилотные летательные аппараты. Интерес к новейшим образцам вооружения и военной техники в мире никуда не исчез. Ощущается необходимость обсуждения актуальных проблем военного строительства, военно-технического сотрудничества, функционирования оборонно-промышленного комплекса. Именно на этих направлениях акцентированы программы и мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2021». Начнется ли 1 сентября новый учебный год? Этот вопрос для всех учителей, родителей и учеников является самым главным в эти последние августовские дни. Смогут ли 1 сентября все школы страны распахнуть свои двери для учащихся, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Алики Трапш. Буквально через неделю должен начаться новый учебный год. Даже несмотря на нерешенность этого вопроса, в школах республики идет процесс подготовки. В столичной школе номер 14, где недавно из-за сильной непогоды был подтоплен двор школы, идут очистительные работы с привлечением спецтехники, которую выделила администрация города. В работе были задействованы солдаты Минобороны. Было вывезено несколько контейнеров с илом и грязью, которую оставила стихия. Но здесь еще предстоит немало работ. Столичное управление образования обеспечило школу техническим инвентарем для уборки кабинетов и облагораживания территории. Весь педагогический и технический состав школы задействован в работе. Классные кабинеты практически готовы к началу занятий. Учителя сообщили, что они уже вели беседу с родителями о предстоящем учебном годе. Конечно же, пандемия и весь этот страх вокруг пандемии, вокруг коронавируса, конечно же, повлияло на родителей. Совершенно другое отношение теперь уже к этому вирусу, к тому, что происходит, как человек болеет и насколько тяжело. Вирус на самом деле очень тяжелый. И, конечно же, повлияло. Но мы с родителями разговариваем, подготавливаем их в школе. Бывает, успокаиваем, даже родители взволнованные звонят, спрашивают, как, можно ли ребенка отдать в школу. Конечно же, ведем работу с родителями и с детьми. В другой столичной школе номер 1 также идут последние приготовления к новому учебному году. Кто-то докрашивает полы в классах, кто-то расставляет парты и стирает пыль со школьных скамеек. В этой школе, как и в других, с нетерпением ждут начала учебного года. На самом деле хочется, чтобы уже с 1 сентября мы пошли в школу, так как в прошлом году мы, в принципе, не очень догоняли наше расписание уроков, и было, в принципе, неудобно. Поэтому очень хочется, чтобы уже с 1 сентября мы смогли пойти в школу. Еще разделение на разное время. Кто-то в первую смену идет, кто-то во вторую. Это очень неудобно. Конечно, готов. Просто в прошлом году учеба была не такая. Мы занимались онлайн-уроками. Это было не очень удобно. А так ходить в школу с друзьями, видеться, это намного лучше. В первой сухумской школе всего 54 педагога. Из них 28 человек уже переболели коронавирусом, причем некоторые вторично. Учащихся порядка 800 человек, из них 200 уже переболели ковидом. Дирекция школы заявляет о готовности приступить к занятиям и соблюдению всех необходимых норм безопасности. Готовы наши классные комнаты, кое-где пока идет ремонт, но мы до 1 сентября это мы все успеем. Вчера у нас было совещание, педагоги уже приготовили свои тематические планы. Готовимся к приему детей на 1 сентября. Естественно, мы будем соблюдать все санитарные предписания, которые нам даст главный врач. Мы ждем приказа, одним словом, чтобы мы работали так, как будут работать все остальные образовательные учреждения. Эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему сложная. Поэтому часть родителей, опасаясь за здоровье детей, не готова отправлять их 1 сентября в школу. Шариса Харани – мама 3 детей. Она за открытие школ, но из-за неясности в этом вопросе она все еще не купила детям все необходимое. Пока еще не готовы, так как у нас нет никакой определенности, никто не сказал на 100%, идем мы в школу или нет. А так мы готовы, мы понимаем, что от этого никто не застрахован, в любом случае мы можем переболеть. Дай Бог, чтобы все легко прошло, мы готовы. То есть, смотри, школьные принадлежности, форму школьную вы еще не покупали? Мы не покупали пока. Не покупали. Вот сейчас хотела с директором увидеться,
точно тоже узнать, будет у нас школа или нет. Ну а в целом какое настроение, допустим, в вашем именно среди родителей, да, в ваших классах, где именно ваши дети обучаются? Родители боятся, либо наоборот же готовы уже пустить в школу? Понимаем, что разное мнение, да? Разные мнения, да, там 50 на 50. Кто-то побаивается, кто-то нет, не знаю. Я адекватно на это все смотрю. Конечно, да, очень большая опасность, много смерти, но надо как-то, я не знаю, развиваться, учиться, потому что мы от этого не застрахованы. В магазине школьной одежды покупателей мало, да и те без особого энтузиазма выбирали вещи. На наш вопрос, купили ли они уже необходимую одежду для детей, кто-то говорил нет, потому что ждет решения открытия школ. Кто-то, что уже начал потихоньку покупать одежду и школьный инвентарь. По словам продавца, если до пандемии перед началом учебного года спрос на школьную одежду был стопроцентным, то сейчас он снизился в разы. Словом, родители, ученики и учителя находятся в ожидании решения по поводу начала учебного года. Но уже сейчас одно ясно точно. У всех есть четкое понимание, что учебный год необходимо начать. Но как и при каких условиях он будет осуществляться – вопрос, который требует решения. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Кассационная коллегия Верховного суда применила отсрочку исполнения приговора по болезни в отношении осужденного Аслана Цвижба, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Цвижба осужден за похищение и последующее умышленное убийство граждан России Сергея Климантовича и Оксаны Скоредновой, совершенное им в сговоре с группой лиц. Он отбывал наказание по приговору Верховного суда в исправительной колонии строгого режима с 11 октября 2013 года, будучи осужденным к 20 годам лишения свободы. Решением коллегии отсрочка приговора в отношении Аслана Цвижба применена сроком на 6 месяцев до 11 февраля 2022 года для прохождения лечения почек и органов зрения за пределами Абхазии. Сергей Климантович возглавлял компанию «Элпетролиум Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скореднова пропали в сентябре 2012 года. Их тела были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адюбжа. Генеральная прокуратура категорически не согласна с решением, согласно которому Цвижба был предоставлена отсрочка исполнения приговора и намерена представить надзорное представление в Президиум Верховного суда Абхазии. Продолжаем выпуск. Разведение карпов и форели. Мальковый цех. Маленький завод по производству корма и большие планы. Все это есть в рыбном хозяйстве «Аквафуд», расположенном в селе Кындах Ачимчирского района. Туда и направилась наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Вот уже около года в селе Кындах Ачимчирского района разводят карпов и форель. Проект не из легких – вырастить, покормить, переместить в отдельные пруды, а затем проследить, чтобы рыба в них росла и ее становилось больше. Основная моя работа, говорит рыбовод Бадрий. А все начинается отсюда, с малькового цеха. Вот это вот инкубационные аппараты. Эти вот горизонтальные, там есть вертикальные. Здесь выкладывается икра, она здесь хранится где-то дней 15-20, она вылупляется, из нее получается личинка. Они здесь находятся после того, как они вылупятся, дней 20, их переносим мы в выростные ванны, называется выростные столы, где они доращиваются. После этого мы их взвешиваем, сортируем, и они переходят у нас в ванны круглые. Кормят мальков каждый день, обязательно в определенное время, иначе не будут расти, говорит рыбовод. Пропустить этот процесс по часам нельзя. Мы каждый час кормим, каждый час, с 6 до 12. То есть, а в одно и то же время вы их кормите? Все время, одно и то же время, с 6 утра до 12 ночи. И так вот постепенно. И чем они больше расти будут, потом там кормление какое уменьшается, допустим, каждые 2 часа. А потом каждые 3 часа. Есть, допустим, на улице, каждые 4 часа кормят. И уже взрослые. Мальковый цех построен с нуля. Кстати, раньше вместо рыбного хозяйства здесь было обычное поле. Скважины для прудов пробурили совсем недавно. Вода сюда поступает из сельской скважины. Эту систему здесь тоже наладили. Всего на территории рыбного хозяйства 6 прудов. Планируется 12. Вот, например, в этом разводят форель. А в этих прудах живут карпы. Кстати, за кормом не нужно никуда ездить. На территории рыбного хозяйства есть маленький завод по производству корма.
У нас есть маленький мини-заводик, который здесь же на нашей территории стоит. Мы привозим с Аджубжи с завода муку, рыбную. И все ингредиенты, это сюда входит рыбий жир, масло, мука пшеничная, жмых, отруби. Ну, это, естественно, все как по пропорции. Там ребята, когда делают по таблице. По таблице, как обычно делают. И есть разные фракции. Это, допустим, 8. Это на крупную рыбу. Мы делаем с 2. Кстати, рыбу еще не реализовывали, так как сам проект все еще экспериментальный. Пока идет наблюдение за тем, как приживется рыба, как лучше ее разводить. В планах у владельцев рыбного хозяйства Давида Гадлия и других соучредителей разводить еще и осетр. Для этого, кстати, уже пробурили скважины. Также планируется построить здесь коптильный цех. Гугут Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Журналист, политический обозреватель и блогер Манфред Петрич, переехавший в Абхазию из Швейцарии, скончался в возрасте 68 лет после продолжительной болезни. Впервые Петрич услышал об Абхазии 8 августа 2008 года, когда Грузия атаковала Южную Осетию. В 2009 году он приехал в Абхазию, затем в течение нескольких последующих лет периодически посещал нашу республику. Позже он переехал в Абхазию навсегда, построил дом в селе Ишера, писал книгу о политической ситуации в мире и мечтал жениться на абхазской девушке. Петрич не только жил в Абхазии, но и рекламировал ее в своем блоге, который вел на немецком языке. Здесь швейцарец занимался благотворительностью. Чужим Манфред Петрич в Абхазии точно не был. Он с готовностью брался за решение социальных проблем и всегда находил поддержку в осуществлении добрых дел. В частности, на его средства в 2018 году были приобретены 17 инвалидных колясок для подопечных Ассоциации инвалидов Абхазии. Спасибо. Коляску получил я нормальную, удобно еще. Чем эта коляска, это лучше. Куда будешь ходить, куда будешь ездить? В школу на ней буду ходить. Большое спасибо. That there are many people who need a wheelchair. Людей в Абхазии, кому нужны коляски. And that this is a big problem in Abkhazia. So I was glad to help. Мне было приятно помочь. And finance these 16 wheelchairs, which we imported from Europe. Мы импортировали из Европы. And it's like a Christmas present, New Year's present for the needy people. Для многих людей. На платформе ГУМа открылась фотовыставка под названием «Женщины Абхазии, оставившие свой след в истории, в судьбах людей и целых поколений». Любой желающий может посетить ее и ознакомиться с открытой экспозицией. Подробности в репортаже Сари Кварацхелия. Фотовыставку «Женщины Абхазии, оставившие свой след в истории, в судьбах людей и целых поколений» мы с вами уже видели. Ее открытие было приурочено к Международному женскому дню 8 марта. Тогда портреты и истории известных женщин, таких как Кериман Халисыбжноу, Тамары и Екатерины Шакрыл, Нелли Тарба, Сарии Лакоба заинтересовали зрителя. И сейчас вновь мы можем видеть лица этих прекрасных женщин на платформе ГУМа. С момента открытия вообще платформы ГУМа мы проводим различные открытые выставки, экспозиции. Здесь они всегда меняются еженедельно. Данная экспозиция посвящена выдающимся женщинам истории Абхазии, женщины, которые внесли большой вклад в историю, оставившие свой след навсегда в истории Абхазии. Это 28 здесь фотопортретов с биографиями на абхазском и на русском языке. Здесь представлены ученые, педагоги, артисты, поэты и просто легендарные личности, которых мы должны и обязаны просто знать. Поэтому возникла идея здесь создать такую экспозицию. Площадка открытая, здесь огромное количество туристов, она проходимая. И ежедневно эту экспозицию видят гости столицы, жители ее в большом количестве. Мы гордимся, что у нас есть такие люди, про которых можно и нужно говорить. Авторами проекта выступают Управление по делам молодежи и спорту администрации
города Сухум. Фотовыставка способствует воспитанию в молодежи чувства патриотизма, уважения к прошлому Родины и знанию истории своего народа. Идея выставки в том, чтобы из раза в раз добавлять все больше личностей, портретов и рассказывать о них. Мы работали совместно с историками, которые нам помогали, корректировали текст. Это Авицба Аслан и Каслан Зианала. Поэтому здесь работа целой команды, которая осуществлялась на протяжении 2 месяцев. Открытую экспозицию с большим удовольствием посещают как гости нашей столицы, так и местные жители. Выставка, я считаю, очень полезная. Молодежь должна быть знакома с такими представителями нашей истории, такими величайшими женщинами, которые смогли, невзирая на свою этакую слабость, проявить величайшее мужество, отвагу. Хочется выразить благодарность организаторам данной выставки за такое культурное мероприятие, которое проводится в таком атмосферном месте. Выставка продлится до воскресенья. 29 августа в 11 утра на платформе ГУМа состоится встреча закрытого клуба «Завтрак со вкусом», где в окружении портретов прекрасных абхазок журналист Ариф Акабба расскажет о легендарных леди Старого Сухума, их семейных историях и уроках красивой жизни. Количество участников встречи ограничено в связи с эпидситуацией. Сария Кварацхеля, Арина Гухава, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в среду 25 августа в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.